я хочу объяснить. Многие путают главный художник Московской соборной мечети. Все думают, что я оформлял Московский собор, оформлял. А на самом деле это главный художник, это который ведет стройку вместе с главным архитектором. То есть мой проект выиграл. И в результате победы в конкурсе меня назначили главным художником Московской соборной мечети. То есть то, что я запроектировал, я за этим должен следить. И правильно, чтобы выстроили мои задумки. То есть, да, например, купол золотой. Почему я сделал золотой купол? Потому что Москва золотоглавая, понимаете? Поэтому мечеть золотой купол. Потом там бирюзовый цвет малых куполков. Минарет. Тоже маленький, да. Не минареты, купола. Там всего 2 минарета. А это малые купола. Почему бирюзовый? Это татарские любимые цветы, которые очень встречаются в декоративном прикладном искусстве казахских татар. И поэтому, то есть я автор фасадов и интерьеров. По Московской соборной мечети. Теперь по Министерству культуры. Мы, конечно, с Министерством культуры сотрудничаем, общаемся. В каком плане? Мы выставки проводим, они, то есть нужно афиши печатать, нужны пригласительные билеты, нужны аренда помещений. И мы обращаемся в Министерство культуры, они нам в этом деле помогают. Вот. В этом идет. Ну, бывает и закупают произведения искусства. Сотрудничаем с Министерством культуры. Правда, Министерство культуры, оно республиканское, а наша Академия художеств, она федеральное бюджетное учреждение. У нас Министерство культуры свое есть в Москве, федеральное. Сколько студентов сегодня обучаются? У вас? Они называются стажеры, да. На правах аспирантуры. 4 человека, так положено по штату. У нас штат 4 человека, потому что 4 мастерских. И в каждой мастерской 1 художник. Очень. Из разных городов, из Москвы, Чебоксар, из Казани, из разных городов. Учатся по 3 года, некоторые 4, когда успешно работают, им продлевать срок еще на год. По 4 года есть. Получают зарплату, и материалы, и мастерские, все бесплатно. Все за счет государства.